Я начал. Я тебя не перебивал, я первый начал выступать. Пожалуйста, помолчи, я выскажусь. Да. Вот сегодня на меня поступило исковое заявление в суд. Да? Мы говорим о том, что Айна Ивановна, она болеет и не может присутствовать. Вместе с тем, ей хватило силы и здоровья прийти в суд и подать исковое заявление, да, в котором она я пока еще не видел этот оригинал искового, но я обязательно посмотрю, да. У меня здесь перечень предметных, конкретных вопросов, на которые я жду ответа. Она на них специально не отвечает ни по телефону, ни сейчас, ни вообще никак, ни вообще никаким-то образом. Ни она, ни ее юрист, ни кто-то еще. Хорошо. О чем это может свидетельствовать? Мы здесь должны все четко понимать, что мы имеем дело с очень непростым человеком. И не надо идти на поводу этого человека, и там какие-то думать, и не нужно вилять в сторону. Это мошенничество. Она обманным путем привлекла 60 миллионов удольщиков, обманула их, и я рад, что их 14, а не 50, а не 100. И я горжусь теми публикациями, которыми я опубликовал. И в суде я обязательно это докажу. И то, что здесь лежит бумага от МВД, где написано черным по белому, то, что они увеличили уставной капитал незаконно. Вот, Карелин, врел начальника полковник юстиции. То, что в СК написали, это вообще не их подследственность. Они просто помогают ей, потому что она у них потерпевшая по другому уголовному делу, а прокуратура им подсуживает. Потому что это дело ведет ФСБ. И мы должны в полную картину смотреть, а не так, как какие-то мыши там с одной стороны, с другой стороны что-то подкопать. Мы должны смотреть всеобъемлюще и должны получать ответы, которых мы не получаем. Вот это самое простое. Почему она не может ответить? Да, абсолютно. Почему? Вот смотрите, вот все ваши доводы, да, хорошо. Но вот это должно лечь в решение суда, понимаете? Тогда это будет все. Ставим точку, мошенник и так далее. Да. Приговор суда. Антон Ильич, Все.